10 июня исполнится 105 лет со дня выхода первого печатного коми-издания. Именно в этот день вышел первый номер общественно-политической, экономической и литературной газеты «Зырянская жизнь». Ее правопреемник – газета «Коми-Му», которая выпускается издательским домом «Коми». Сегодня в честь ее юбилея в Центре коми-культуры развернулась торжественная программа. 105 лет назад появилась газета «Зырянская жизнь». Наши бабушки читали издания «Удж», «Коми-Щикт», «Коми-Колхозник», «Вырлечищ». Родители «Йогут Туй». И больше 30 лет мы читаем газету «Коми-Му». Хочу поблагодарить работников издания за поддержку и развитие коми-культуры и языка, за добросовестный труд, за искреннюю любовь к родному языку и республике Коми. И если первый номер «Зырянской жизни» вышел в свет 10 июня 1918 года, то в 1955 году начали издавать уже двуязычную газету «Красное знамя. Город-знамя». Однако вскоре пришло понимание, что статьи на русском вытесняют написанные на коми. И с 1956 года газету стали выпускать на родном языке под названием «Коми-Колхозник». Спустя 3 года издание снова меняет наименование на «Йогут Туй», что в переводе означает «светлая дорога». И только к 1991 году в руки читателей попадает газета «Коми-Му». Государственный совет Республики Коми. Мы считаем газету «Коми-Му», «Коми-Земля», конечно же, добрым и надежным партнером. Только потому, что действительно освещаются все социально значимые проекты законов, сами законы, которые принимаются, и все проблемные вопросы, которые обсуждаются на круглых столах, парламентских слушаниях.